известно, что продажа котировок и яхт – это достаточно прибыльный бизнес, и одна сделка по продаже котировок и яхт может принести... Алло, Хабиб, дети с утра не кушали, голодные. Придумай что-нибудь. Может, долг хотя бы возьмешь? Денег совсем нету дома. Я не знаю, что мне делать. Хотя будем ждать дома. Я постараюсь что-нибудь придумать. До зарплаты еще 20 дней. Откуда я возьму сейчас деньги? Ой, Хабиб! Салам алейкум, Арсен. Какими судьбами? Как жизнь, брат? Ничего, Арсен, ты не мог бы мне одолжить 1000 рублей? Я потом зарплату верну. Просто у меня сейчас дома такие проблемы. Если получается, дай мне 1000 рублей. Я-то тебе помогу, Хабиб. Ты же знаешь, любое время можешь на меня рассчитывать. Просто вот сейчас конкретный кризис, честно говоря, у самого сейчас тяжелое положение находит немножко. И чем у тебя хуже, наверное, я тебе клянусь, говорю, вот кризис конкретный, там, с товаром, ну, это тебе зачем лишнее, эти переживания. Ты зайди Алибеку, он тебе поможет, может, чем. Я к нему заходил, у него тоже не было. Не было, это отмазки, всю жизнь он говорит, не было. У этого человека всегда деньги есть. Он тебе и поможет. В любом случае, Хабиб, моя помощь. Видишь, сейчас, если пришел, я тебе совет не дал бы. Найди этого Алибека, он постоянно эти отмазки делает. Хабиб, я на связи, брат. О, привезли уже. Посланник Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, однажды сказал: «Не является верующим тот, кто ложится сытым, пока его сосед голодный».